Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Михаил Эверстов. А в нашей студии гости, люди академической науки Якутии, и я с удовольствием их представляю. Генеральный директор Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук Михаил Лебедев. Михаил Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Директор Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Михаила Сафронова, Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, доктор биологических наук Михаил Чиросов. Михаил Михайлович, добрый день. Здравствуйте. Кандидат технических наук, руководитель лаборатории «Комплексные климатические испытания» Ирина Лукачевская. Ирина Григорьевна, здравствуйте. Добрый день. Надеюсь, я все верно назвала в ваших регалиях. Спасибо вам большое, что вы пришли сегодня в нашу студию, нашли время. И наш эфир приурочен к знаменательной дате. Академической науке Якутии 75 лет. Я вас поздравляю с этим праздником, с этой солидной цифрой. И мой первый вопрос: какие мероприятия приурочены к этой дате и о каких вы сегодня готовы рассказать? Да, спасибо, Вита, что вы нас собрали. Да, действительно, эти дни у нас юбилейные. Якутскому научному центру исполняется 75 лет, хотя научные исследования в нашей республике начались еще со дня образования Российской академии наук, которая образовалась 300 лет назад. Поэтому у нас юбилейные мероприятия созвучны друг другом, даты серьезные. И я также, пользуясь моментом, поздравляю всех моих коллег, всех друзей, всех наших единомышленников, жителей нашей республики с этими серьезными юбилеями. Вообще идет декада мероприятий, которая приурочена 75-летию Якутского научного центра. Сегодня мы в статусе Федерального исследовательского центра, Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. И вот за этот период Якутский научный центр, конечно, окреп своими научными школами. И в нашей копилке и сталинские премии, и ленинская премия, и премия Ленинского комсомола, премии правительства Российской Федерации, золотые медали Президиума Российской академии наук. Все это складывается из изнурительного, я бы сказал, долговременного, серьезного труда многих коллективов и многих сотрудников и ученых Якутского научного центра. Российская академия – глобальное сообщество, и туда входит, конечно же, очень много учреждений научных. И с кем вы сотрудничаете наиболее плодотворно, и, может быть, в связи с этим какие-то проекты есть совместные, и, может быть, об этом тоже сегодня вы готовы рассказать? Да, очень коротко, конечно, надо отметить. Российская академия наук сегодня включает в себя вот те институты, которые исторически были в составе Российской академии наук. Это определенные институты, которые выполняют исследования по многим научным направлениям. Но вот после 2013 года в состав Российской академии наук вошли еще две академии. Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук. Это определило также определенный вектор развития фундаментальной науки. Оно более имеет общий характер, имеет междисциплинарный характер. И на примере вот нашего Федерального исследовательского центра мы также можем сказать, что вот исследования космической погоды
и жизнедеятельность и в аграрном секторе, и деятельности малочисленных народов Севера. Это вот те задачи, которые надо увязывать. И сегодня также очень важным, актуальным направлением нашей кооперации являются совместные проекты, совместная программа со многими ведущими научными школами Российской академии наук. В основном мы опираемся на те научные школы, которые расположены в арктической зоне. Вот, начиная от Карелии, Коми, Кольского научного центра до Чукотского научного центра имеются научные коллективы, которые ведут свои исследования в интересах развития Арктики, северных территорий. Михаил Петрович, спасибо. Я хочу дать слово Михаилу Михайловичу. Путь в науку вообще тернистый. И на слуху у всех нас история Ломоносова. Может быть, вы сегодня, хорошая возможность, да, к этой юбилейной дате, вспомните какие-то интересные истории, которые связаны с нашими современниками, которые вот ваши коллеги. А может быть, о своей истории расскажете? Ну, мне кажется, наиболее такая интересная история – это у нашего с Михаилом Петровичем учителя Владимира Петровича Ларионова, который из маленькой деревни Ломта Камегина-Кангаласского, фактически при поддержке всей деревни, в то время было выехать сложно, он получил путевку обучения МВТУ имени Баумана в Москве. И вот он так, можно считать, сейчас бы вообще было бы очень тяжело это делать по реке, по железной дороге. И вот все, доехал до Москвы, вплоть до того, что чуть ли не опоздал на поступление, но его приняли, потому что была такая система поддержки, путевки в науке. И потом Владимир Петрович рассказывал, Михаил Петрович подтвердит, да, он там в целях экономии средств ездил на велосипеде, и все говорили, это чудик, азиат, который ездил, а потом стал чемпионом Москвы по велосипедному спорту. Представляете? Вот. Это какой год? Это 50-е годы. Владимир Петрович как раз еще застал это всемирный фестиваль молодежи, да, он рассказывал. Да. И письма, которые он писал, и фильмы, вот он, Михаил Петрович и я, мы фактически около него, программа «Шаг в будущее», когда начиналась, это же Владимир Петрович первый председатель, Михаил Петрович был у него ученый-секретарь, и я у него там появился на горизонте, и, соответственно, вот он такую ауру, как пришел в науку детям, в том числе рассказывал. Это было очень важно. Научный подход во всем. Да, а если еще вспомнить, то и Соломонова Никита Гавриловича «Путь в науку», когда вплоть до того маленького мальчика с родителями отправили в Булун, в Тикси, где они там рыбу ловили, и потом он вернулся, и потом стал выпускник Якутского пединститута, стал член-корреспондентом Академии наук СССР. И, соответственно, это вот такой путь, в наше время у нас гораздо более комфортные условия, но и конкурентность сложнее и так далее. Много путей развития. Такая тяга к учебе, да, к науке у молодежи. Ирина, поскольку вы взаимодействуете с молодыми учеными, как на сегодня популярно ли идти в науку, и, может быть, какие-то проекты в поддержку молодых ученых сегодня тоже стоит об этом вспомнить, рассказать? Да, сейчас очень сильно поддерживают молодых ученых по части науки, исследовательской части. Очень много проектов, которые предоставляют возможность для молодых ученых. Именно там есть возрастное ограничение. А до скольки ты считаешься молодым ученым? Где-то до 35 лет, где-то до 39 лет. Там тоже хорошо бы успеть, да, в каком-то проекте поучаствовать, пока тебе не больше 35. Да, это как стимул быстрее защищать свои кандидатские диссертации, и продвигать науку, безусловно. По моей части я могу рассказать то, что у меня сейчас проект есть Российского научного фонда именно для молодых ученых. И в состав этого проекта должны были входить руководитель, кандидат наук до 35 лет, и можно включить еще аспирантов до 3 человек. В моем проекте сейчас я и еще аспирант. Тем самым это
Этот проект направлен на исследование композитных материалов при воздействии ультрафиолетового излучения. И тем самым этот проект дает возможность дальше развиваться и аспирантам защищать свои кандидатские диссертации, в том числе какие-то исследования пойдут в мою докторскую диссертацию. То есть поддержка сейчас очень большая идет. И может быть, раньше считалось то, что заниматься наукой это не очень престижно, а сейчас это мнение уже уходит на нет. Мне так кажется, по крайней мере. А как вы сами проводите вот этот праздник? Как планируете его провести? Собираетесь ли вы вне вашей работы все вместе? Как живут вообще люди, которые к миру науки очень близко, к академической науке? Дата, конечно, очень важная, серьезная, поэтому мы определили перечень наших мероприятий и определили декаду, начиная с 7-го, с 5-го, сегодняшнего дня уже начинаются мероприятия, приуроченные 75-летию Якутского научного центра. И надо сказать, что мы опираемся, безусловно, на опыт, на предыдущий опыт наших коллег, которые определили многие научные направления. И у нас в копилке очень много багажа. Надо сказать, что ученые Якутского научного центра получали и сталинские премии, и ленинскую премию, и современные достижения тоже очень впечатляют. Поэтому мы одним из мероприятий, конечно, считаем нашу встречу и передачу их опыта от наших ветеранов, от наших старших коллег. Мы очень благодарны им. В следующем году, в 2025 году, мы будем отмечать уже 125-летие со дня рождения академика Академии наук Советского Союза Николая Васильевича Черского. Мы очень дорожим его именем, потому что он не только блестящий ученый, но и организатор науки высокого уровня. Те инфраструктурные объекты, которые сегодня мы имеем, это, в общем-то, благодаря Николаю Васильевичу и его команде, которая тогда, опять сложное время, добились, чтобы были определены направления развития науки, чтобы инфраструктура была вплоть до строительства жилых домов для ученых. Это все очень является тоже очень весомым вкладом развития нашего центра. И есть же опять же там перечни наших мероприятий, многие мероприятия, которые связаны с молодыми нашими учеными, с развитием инфраструктуры, с развитием материально-технической базы. И эти направления мы будем обсуждать во время декады. Спасибо. Мероприятие «Цифровой алмаз». Это мероприятие для кого и кому это будет интересно? И есть ли мероприятие, в которое вы можете пригласить не людей науки, а может быть просто тех, кто ею интересуется? Вообще, быть в теме? Это «Цифровой алмаз» – это федеральный форум. В основном он направлен на IT-сферу, на креативную экономику, но эта сфера прекрасно понимает, что без интеллектуального потенциала, без науки очень сложно. Поэтому одна из центровых таких сессий, форсайт-сессий, а это немножко вперед посмотреть на будущее, она посвящена обсуждению новой стратегии научно-технологического развития нашей страны. В этом году президент нашей страны
Владимир Владимирович Путин утвердил стратегию 28 февраля, и эта стратегия определила те направления такого технологического плана, который Россия должна определить как свой приоритет. Там такие вещи, например, есть, как роботизация, переходы на новую продукцию с новыми особыми качествами, свойствами, выход на так называемое технологическое лидерство. И федеральный форум, одно из таких центровых мероприятий 12 ноября, посвятил вот этому форуму. Мы его условно называем это «Форсайт наука». Этот форум проводит наше правительство Республики Саха-Якутия. Арсений Сергеевич лично, персонально патронирует. И много будет представителей из федеральных структур. В том числе приедут представители из нашего учредителя Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. И у нас будет обсуждение вот этой стратегии, но нюанс. Мы будем рассматривать роль региональных научных центров именно азиатских территорий нашей страны и вопросы цифрового развития. То есть там расписаны некие такты обсуждения. Мы планируем, и скоро пойдут информационные письма по поводу приглашения представителей не только ФИЦ, но и институтов РАН, которые у нас на территории нашей республики, плюс высшее образование, плюс так называемые инновационные экосистемы. Это технопарки, это НОТ Север. И те структуры мы будем создавать 5 примерно наметили блоков направлений, где мы будем обсуждать некие ближайшие задачи, новые подходы, новые указы, распоряжения, которые тоже нужно внедрять, так называемые уровни готовности технологий и так далее. Это все нужно объяснять, потому что мы порой должны всегда следить за российскими тенденциями, чтобы соответствовать. Потому что развитие науки у нас очень активно развивается, нормативка меняется. Сейчас в целом идет федерализация научных подходов, принципов, экспертизы. Поэтому республика тоже на это реагирует. Мы очень благодарны нашему куратору науки, это Семенову Анатолию Скалоновичу, который как бы в целом все мероприятия курирует. Ну и одной из центровых была поставлена вот эта сессия. Мы пригласили, значит, прожекторов и представителей Центра научного парка Санкт-Петербургского университета. Между прочим, ему тоже 300 лет, потому что в одном указе Петра I было и академический университет заложен, и даже гимназия элитная, ну и, само собой, Российская академия наук. Поэтому будет очень интересно. Мы планируем, и туда мы приглашаем, конечно, вот немножко закрытое у нас сообщество именно по это. А так, в целом, цифровой алмаз, он открытый. Можно зайти на цифровой алмаз, зарегистрироваться и попроситься в определенную сессию и поучаствовать. Это, в принципе, массовый такой форум. Будет много, ожидается, специалистов, в том числе из банковской сферы, из министерств, из инновационных структур российского масштаба. Это реально федеральный форум, который проводится у нас в республике. И мы являемся ответственными организаторами вот этого большого форсайта, наука образно будем ее называть. И Михаил Петрович там будет ведущим. Мы готовим ему презентации, он сам готовится. Но, в принципе, мы будем рассказывать, что нас ожидает, вот именно арктические ФИЦы в дальнейшем. Вот то, что мы сейчас обсуждали, это будет просто детализироваться. Молодежь позовем. Такое ощущение, что для вас это является неким подарком, вот какая-то передача опыта, да, какие-то новые проекты, новые такие вот форумы. Такое ощущение, что это и есть что-то, что для вас хорошо в этот юбилей. Правильно я чувствую? Конечно, да. Это подарок, конечно, это поддержка нашего Илдархана, правительства. Мы это чувствуем и чувствуем, что вот есть понимание, что именно молодежная часть должна укрепляться, и междисциплинарность, и кооперация между центрами, между научными школами, она должна укрепляться. Ну, это чувствуете, что ваша работа ценна, и вот из-за того, что такая поддержка есть, это ощущается. У нас закончилось время. Я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли в нашу студию. Еще раз поздравляю вас и ваших коллег с вашим профессиональным праздником, с такой датой. И желаю вам побольше мероприятий, которые радуют вас. Скоро вернемся, дорогие слушатели и зрители.
Так, мы уже начинаем. Дорогие радиослушатели, уважаемые телезрители, мы снова в прямом эфире, и в нашей студии гости, якутские дизайнеры моды. Я рада их представить. Это Дора Николаева и Изабелла Дардусова. Спасибо вам большое, что вы пришли сегодня в нашу студию. Конечно, речь пойдет у нас о красоте. Дизайнеры моды – это те люди, которые нашу реальность делают более красивой. Вы рождаете какие-то образы, какие-то контенты. И спасибо вам за это. Сейчас в тренде вспоминать 80-е, 90-е годы. Я сама родом оттуда. И я помню, что в то время в Якутске было дизайнеров, они назывались, во-первых, модельеры. Их было столько, что можно было пересчитать на пальцах одной руки. Ателье у нас было всего 2, «Весна» и «Силуэт». И чтобы, допустим, сшить себе выпускной наряд, выпускное платье, нужно было занимать очередь за несколько месяцев. Сегодня точно все по-другому. Расскажите, как сегодня живут дизайнеры моды, насколько сегодня есть тема конкуренции, или наоборот, вы как одно сообщество и просто поддерживаете друг друга? Ну так, как и раньше, как бы дизайнеры, сейчас тоже их называют модельерами. Да, я, например, себя позиционирую тоже как модельер в основном, да, у меня образование такое модельер. А так, сейчас конкуренции так таковой, я считаю, нету. Все как-то это особой так интрижки у нас нету. Город маленький, но так, чтобы прям это кто-то с кем-то соревновался, нету. А так все работают, у всех, по-моему, кто более или менее знаменитый, у них свои маленькие ателье, кто-то там, у кого-то маленькое производство. Все работают нормально. Дизайнер, модельер, стилист – это разные ипостаси или это, можно сказать, одна и та же профессия? Стилист – это немножко другое, а вот именно дизайнер или там дизайнер там, интерьера, там, то модельер, например, это модельер. Именно с одеждой работает. А дизайнер – это может быть дизайнер одежды, это может быть дизайнер интерьера или там чего-либо. Графический дизайнер. Да. Так Но что... вы дизайнеры одежды, да. дизайнеры моды. Это нас можно как модельеров тоже. Изабелла, как вам сегодня живется как дизайнеру моды, как модельеру? Очень даже, скажем, успешно. Я создаю коллекции именно творческие и участвую на различных показах. И мне кажется, благодаря показам у меня идут заказы и узнаваемость. Да, сейчас можно более масштабно о себе заявить, и это, конечно же, плюс. Есть такое мнение, что мода, вот высокая мода и наша обыденная какая-то жизнь, это две параллельные какие-то линии, и они нигде не соприкасаются. Как вы относитесь к этой гипотезе? Может быть, мы просто не умеем использовать это в обычной жизни, то, что вы нам предлагаете? Нет, сейчас такой прям этой нету разницы. Я считаю, что грани таковой прям это высокая мода, это там такая мода. Мне кажется, сейчас люди одеваются как-то свободно, кто как хочет. Там прям нету такого, чтобы вот сегодня, вернее, вы должны так одеваться или там по-другому одеваться. Человек вот сам себя как позиционирует, как себя видит, то бишь со стороны, как она хочет себя проявлять, вот так и одевается. Например, та же высокая мода выйдет на улицу, в повседневную жизнь. Почему нет? Ну да, говорят, что мода, она проходит, а вот стиль, твой стиль, да, он с тобой навсегда. Входит ли как-то в какие-то... может ли дизайнер моды, да, увидеть человека и рассказать ему, какой его стиль, и как это понять? Опять же, от человека самого зависит, мне кажется, там нужен этому человеку стилист или там дизайнер. А мне кажется, всем нужен. Просто мы не так часто об этом думаем, не так часто обращаемся. Мне кажется, это сродни, как обратиться к психологу. Потому что ты же можешь не понять какие-то вещи в себе. Да? Человек-специалист, он может сказать, вот это предложить, и ты уже выберешь. Но если человек готов, да, мы согласны, мы поработаем. С удовольствием. А как вы вытаскиваете вот этот стиль из человека? Что определяющим является? Его характер, его привычки, образ жизни, какие-то генетические его там особенности?
Ну, да. Типаж внешности в первую Ну, очередь. Да, и опять же, чем человек занимается, Мгм. Род деятельности. да, род деятельности, и опять же желание. Надо выяснить, что человек хочет в итоге получить, например. А вот ваши образы сегодняшние, вы как их сегодня выбирали, на что опираясь? Вы Это по-разному выглядите. Повседневная одежда, если Да, что. повседневно. Ага. А когда вы идете, например, там, в театр, я не знаю, когда у вас есть показы, как вы продумываете, на что вы опираетесь? Может быть, какие-то, я почему вытаскиваю, какие-то, может быть, советы очень простые, которые наши зрители и слушатели смогут потом применить в своей жизни? Ну, я специально для показов шью для себя какое-то изделие конкретно, которое олицетворяет меня. То есть я для себя рисую дизайн какой-нибудь, костюм. И потом в большинстве случаев это какой-то удачный дизайн получается. Вот сейчас есть у нас для наших зрителей, слушатели будут только нас слышать, но зрители видят показ. Это показ сейчас. Расскажите. Это Московская неделя моды прошла вот недавно, 9 ноября. Где вы участвовали? В Москве, в Манеже. И я представляла 20 образов. Так много. Да. А сейчас мы... Ну, сейчас требования такие, Да. меньше 20, как бы Минимум они, 20, да. да, должно быть. И как вы выступили, как ваш показ прошел? Что Всё вы слышали? отлично, отлично, хорошие отзывы были. Всем понравилось. А модели, которые представляли ваши образы? Так, модели были студенты Северо-Восточного федерального университета. Это я являюсь студентом, 5-й курс архитектура. И получается, вместе со студентами мы участвовали. А кто помогает вот вам в показе? Показ же это достаточно такое мероприятие глобальное. Да, глобальное, Там да. сколько всего за кадром-то остается? Ну, во-первых, у меня есть команда и моя мама, которая очень меня сильно поддерживает. Мы, получается, вместе с командой отшили 20 изделий. И вот эскизы я, то есть, продумываю. Вдохновлялась именно концепцией Üskut. Это летящие образы, Салгынкут. А Боркут — это более геометрические образы, а Якут — это повседневные. А вы стараетесь как-то национальный какой-то колорит придать своим моделям, чтобы выделяться на подиуме, да? Потому что, ну, это же всегда будет какой-то изюминкой, да? Чем-то таким эксклюзивным. Да, я в своих коллекциях всегда вдохновляюсь якутской культурой. То есть вот Салгынкут, Боркут, Üskut — это якутская концепция. И это было видно на показе. Использовала традиционное платье халадай, то есть интерпретировала современном ключе. А музыку подбирают, там же, когда идет показ, какая-то музыка включается, да, она меняется. Да. Можно ли подбирать вот музыку, которая тоже будет наша национальная, допустим, где будет слышен бубен, хамус, какие-то вот горловые какие-то истории? Когда коллекция готовится, ты заранее заказываешь музыку, говоришь там, рассказываешь, какая у тебя коллекция будет и какую музыку ты вот видишь в этой коллекции. Дора, как у вас, какие показы у вас прошли недавно? Может быть, какие-то планируются? Тоже, может, пригласить тоже хотите? в Москву на неделе моды показ был. Это 2-й раз у меня всего. Так, прошел нормально, я считаю, что... Ну, также 20 изделий было отшито. У меня есть своя команда, у меня свое авторское ателье, уже давно работаю. Так, показы... Но в этом году что-то слишком много показов, я считаю. Было в Москве вот весной, потом у себя там в квартале труда, вот, где я сейчас нахожусь. Вот Изабелла тоже там. И там же я показ сделала, потом вот этот вот показ осенний в Москве. И, ну, надеюсь, в этом году все закончу на этом. А что дает показ для вот модельера, для дизайнера? Для меня, например, ну, узнаваемость и, опять же, итог твоей работы хочется видеть
на подиуме, например. Это чисто творчество. А так я работаю с клиентами. Клиенты — это другое, а именно вот коллекция — это совсем другое. А потом вот эта коллекция, которую вы представляете на своем показе, вы ее потом как храните или она может продаваться? Она сразу продается. Сразу же прям продается на показе? Ну, некоторые, да, вещи продаются на показе сразу. Ну, это же наверняка дорогая сумма эксклюзивной какой-то модели, и там прям вот сидят люди, которые могут себе позволить ее сразу купить. Да, и в Москве, и у нас. в Москве, и у нас, да. Например, каждая коллекция, например, с каждой коллекции, конечно, не все продается, что-то остается, но это можно потом подарить кому-нибудь. Можете кого-то поблагодарить из ваших партнеров, которые помогают вам проводить такие показы, потому что я знаю, что даже на площадях нашего города эти показы проходили. Благодаря Аялу Корякину я это знаю, потому что я на него подписана. И я теперь немножко к миру моды чуть-чуть имею какое-то хотя бы представление о том, как это все Аял, бывает. да, он уже второй раз мне находит модели. Это сидя в Якутске, например, в Москве он находит модели. Это дорогого стоит, я считаю. Это ночами не спать, например, по московскому времени. Вести переговоры, да. Вести переговоры. Он очень молодец. И я благодарю моих эксклюзивных партнеров TechTaview. Прям они мне помогли в лице Татьяны Самсоновой. Я прям благодарна им, то, что они помогли в этот раз мне. Потом «Квартал труда» сделал мне музыку Лахов Аркадий, уже второй раз опять же, и эта музыка всегда что-то очень много отзывов, например, берет с показа. Приходят люди, это что за музыка? Не коллекция, да? Что за музыка? Кто писал там, кто это сделал? Вот так вот, да? И, «Квартал труда», там юрист очень хороший мне помогал именно по документам. Очень много документов надо оформлять для участия. Хлопотное дело, конечно. Да. Но зато это все потом оправдано, когда столько людей прикасаются взглядом к этой красоте, еще и могут приобрести ее. Это, конечно, чудесно. И вот у нас весной был эфир с Аялом, и были модели Мария, Александра, Лариса, и еще молодые были модели девочки. И после этого эфира, когда мы показали, да, как проходят показы, тогда Якутия участвовала в зарубежном показе мод, и столько было звонков от слушателей и зрителей, которые говорили, как вообще это нужно. Сейчас нужны такие передачи, которые показывают этот мир, и, возможно, сейчас это нужно больше, чем когда бы то ни было. Это так классно, когда молодые ездят. Вот Изабелла в Китай ездила, в Шанхай, это вообще круто. Я считаю, да, наших замечают, приглашают. Да, это действительно круто. Есть такое мнение, что чтобы написать какое-то стихотворение, какое-то произведение, да, поэту, писателю, нужны такие очень сильные эмоции, там, эмоции радости или, наоборот, противоположные эмоции, чтобы создать что-то такое, да, на века. Как с настроением у модельеров, когда лучше творится, и как вообще эти образы вам приходят, откуда вы это берете, или так как-то вот, писатели говорят, мы воруем, да, мы вообще воры, мы там где-то фразу услышали, там где-то услышали. Как у вас? У меня, например, через радость, счастье, эйфория, наоборот, приходит вдохновение, муза. А вот наоборот, когда я в плохом настроении, да, я не хочу ничего там творить, рисовать. Вот. Только через позитив. То же самое, да. И меня вдохновляют, например, люди. Сами люди, с кем я работаю. Да. Так что у меня все клиенты очень интересные, я их всех люблю. Да, и они вдохновляют сами. Да. Тогда получается, чтобы модельеру вдохновиться, ему нужно работать. Конечно. Творить — это наша работа. Такой круг, да? Хочешь творить, не останавливайся, да? Сегодня я что-то читала, там, получается, мне отправили в Инстаграм, в Директ. Это, да? Это запрещенная сейчас соцсеть? Да. Но бывает, что отправляют, смотрим, да, иногда. Просто мы не называем соцсети, все. И это отправили. Было так, типа, надо больше отдыхать. Надо больше отдыхать, там, лежать на диване, там, смотреть телевизор. А я говорю,
типа, долго будете жить. Я говорю, если работа моя нравится, и если я работаю, я наоборот, наверное, дольше буду жить. Типа такого. Но это же большая удача, когда ты находишь то дело, да, которое тебе настолько по душе, что тебе даже отдыхать от этого не нужно, да, ты настолько там черпаешь силы, да, отдыхаю, ресурс. когда на работе. Еще и отдыхать можете, когда на работе. А вы когда поняли, что это вот ваша история, дизайнерство, мода, одежда? Ой, это давно же, только этим и занимаюсь. Я 30 с лишним лет только этим. Но вы в занимаюсь. детстве прям знали, что будете модельером? Нет, не знала. Когда? Я мечтала стать архитектором, как и забыла. Ну, это тоже где-то близко, да? Да, я говорю, вот близко. Я даже училась в ЕГУ на инженера-строителя, но поняла, что это не мое. Тоже же дизайнер, в общем-то, можно сказать, да, архитектуры да. только. Я была бы, наверное, прорабом, если до конца училась. Вовремя поняли. Вовремя поняли, да. Я И же после не этого забыла. сразу вот поступила. И забыла у вас, как вы когда ощутили то, что вам сюда, в этот мир? После поступления в колледже технологий дизайна, сейчас креативный колледж креативных индустрий. Я училась на дизайнера одежды, и уже с первого курса я создавала свои первые коллекции и побеждала на конкурсах. И тогда я уже поняла, что у меня что-то получается. И вот дипломная коллекция у меня была, и тогда у меня появились первые клиенты, прям вот много людей захотели у меня купить платье, заказы уже начали поступать, и тогда я поняла, что нужно двигаться как бы в этом направлении, да. Значит, вы чувствуете то, что нужно людям. А себе одежду вы тоже шьете? Да, конечно. Это вот то, что сейчас на вас, это... Это да. Как будто бы это вот... Но у меня купили команда прям, очень хорошая, прям которая так качественно шьет. сшито. Я сама уже не шью, у меня там конструктора, у меня там портные. Вот то, что я рисую, они и шьют, например. Это я тоже к этому пришла наконец-то. А то бывало, раньше сама шила же там, дома. Ночами не спали. Но зато все знаете от начала до конца в этой сейчас профессии, да, начиная с прям азов. кайфую. Спасибо вам большое. Я рада сегодня была познакомиться с вами. Благодарю за организацию эфира стилиста. Поправьте профрегалии, могу ошибиться, Яла Корякина, за то, что он помог нам сегодня встретиться. А нашим слушателям и зрителям узнать что-то интересное из мира моды. Ну и самое главное, наверное, что важно найти себя, чтобы состояться, да, в каком-то деле, и чтобы это приносило удовольствие. Вам спасибо за красоту, которую вы дарите нам. Спасибо. Всем хорошего вечера и спасибо за ваше внимание, дорогие слушатели и зрители. Увидимся.